депутатов Самарской губернской думы. И надеюсь, что сегодняшняя наша встреча все-таки каким-то образом вот среди присутствующих и среди сельчан, ваших сельчан, односельчан, давайте так скажем, найдет понимание, как и каким образом ту проблему, которую вы перед нами сейчас ставите, перед руководством района, каким-то образом его решить. Как его можно решить? Вот здесь у вас мы посмотрели несколько, скажем так, водохранилищ небольших, которые вы самостоятельно здесь сделали. Насколько получил я информацию, они каким-то образом сегодня уже практически зарегистрированы как гидротехнические сооружения. Правильно? Завершается процесс формирования. Сколько гидротехнических сооружений оформляется? 4. Все 4 оформляются? 4, 1 вкусный орехи. То есть все 4 идет оформление этих гидротехнических сооружений. Сейчас стоит задача, чтобы здесь действительно сделать нормальное по проекту гидротехническое сооружение, для того, чтобы село ваше не заболачивалось. Это одна большая задача. Вторая задача – очистка русла. Вот это этих, скажем, давайте, реки или речки, как вы его называете, русло этой речки. Да, есть областная программа, есть федеральные программы, куда необходимо попасть. Это очень сложный процесс. Есть у нас федеральная программа, в том числе и областная программа, очистка русла малых рек. Есть такая программа. Финансирование этой программы в прошлом году было минимальным, в этом году практически его нет. Это связано с тем, что в бюджете Самарской области, в федеральном бюджете, средства на эти цели не предусмотрены. Это первое. Второе. Но эта программа еще не закрыта. Для того, чтобы к нему попасть, вашим товарищам, районному руководству нужно доказать перед Министерством лесного хозяйства и природоохраны о необходимости, важности, нужности данного гидротехнического сооружения. Первоначально вы уже задачу решали, зарегистрировали и заканчиваете, что у вас имеется здесь гидротехнические сооружения. Это первое. Как только все это завершится, они возьмут на баланс муниципального поселения, и они будут стоять, значит, в муниципальном поселении. Вторая задача доказать перед Министерством лесного хозяйства о необходимости и важности. В чем суть? Суть. Давайте так скажем. В Самарской области очень много больших и малых рек. Если большими реками назовем Волгу, Кинель, Самарку, Иргиз и другие реки, Кандурча, то есть Черемшан, то есть маленькие, малые реки. Вопрос о очистке русла рек – это гигантская программа, требует гигантских финансовых ресурсов. Затапливается такие населенные пункты в Самарской области очень много населенных пунктов. Я могу назвать, я житель села Старая Ермакова, Камышлинского района. Да, там протекает река Сок. У нас затапливает несколько населенных пунктов только в Камышлинском районе. Это село Байтуган, это село Камышла, это село Старая Ермакова, это село Новая Ермакова. И в Саклинском, Сергиевском и Красноярских районах. Эта проблема очень большая, сложная, да. Поэтому, чтобы каким-то образом вам попасть, давайте мы начнем вот с чего. Прежде всего, здесь необходимо иметь определенное производство. Если вы начнете копать землю, вы начнете здесь содержать скот, то появится возможность доказать перед правительством Самарской области, что здесь есть хозяйствующие субъекты, что вы здесь производите продукцию. До того, как к вам подъехать,
я встречался с вашим земляком, начальником управления сельского хозяйства. С ним долго мы беседовали по поводу, как и каким образом здесь было ликвидирован колхоз, какого состояния сегодня производство сельскохозяйственной продукции и какие есть перспективы. Насколько он нам объяснил и насколько я понял из информации вот здесь ваших земляков, есть у вас патриоты, которые хотели бы, чтобы возродить и производство, и вернуть определенную часть жителей в родное село, скажем так, в родное гнездо. Да, ну давайте мы с вами, каждый из вас, задумаемся. И ради Бога меня не принимайте, что я ваш враг. Нет, мне хотелось бы всеми силами вам помочь. Но не я буду решать, будет решать правительство Самарской области. Всякое содействие с моей стороны будет оказано. Всякое содействие. Насколько это возможно. Встреча с министром лесного хозяйства и природоохраны Ларионовым Александром Ивановичем у меня состоялся разговор. Серьезный разговор. Не только, значит, по отношению вашего села, но и других сел. Вот у меня помощник здесь сидит, Шайдулин Халид Мирай Иванович. У нас в Камышлинском районе, когда возник этот вопрос, мы тоже даже принесли самого министра, но наши товарищи районного руководства и руководства села не могли в правительство Самарской области убедительно доказать о необходимости строительства гидротехнического сооружения на реке Сор. Не могли доказать. Им отказали. Хотя и я всячески пытался помочь, чтобы этот вопрос решить. Это вопрос непростой. В бюджете Самарской области финансовые ресурсы сегодня предусмотрены в расходной части 148 миллиардов рублей. Вы прекрасно знаете, сегодня из этой суммы 68% это идет на социальную поддержку Самарской области. Это Министерство здравоохранения 29 миллиардов, Министерство демографического развития и социальной поддержки 32 миллиарда, Министерство образования 24 миллиарда. Считайте, практически уже 67% бюджетных средств уходят вот на эту поддержку. И сегодня финансирование вот таких объектов, как русло, очистка русла рек, малых рек и больших рек, практически сегодня финансовых ресурсов не осталось. Но я думаю, что если мы, экономика Самарской области, все мы начнем развивать экономику Самарской области, если в бюджете появятся финансовые ресурсы, конечно, если вы сумеете с моей помощью руководства района доказать о необходимости и возможности, пожалуйста, этот вопрос будет решаться. Но, я еще раз подчеркиваю, пока экономической точки зрения доказательства не будет, нам никто не поможет. Честно я вам скажу. Вот, допустим, возьмем село Старый Ермаков. Там проживает 2800 человек сегодня. Огромное село. Река Сор. Хотим гидротехническое сооружение. Сразу вот задает вопрос. Председатель правительства говорит: у вас сколько пашни? 12 тысяч гектаров. Сколько пашете? 5 тысяч. Вот когда 12 тысяч будете пахать, тогда с вами поговорим. Все, разговор окончен. Сколько у вас? Комплекс был у вас? Был. Мы говорим, 12 тысяч голов свиней было. У вас крупный рогатый скот был? Да, был. 1600 голов караес было. А сегодня сколько? Сегодня 200. Но когда будет 1600, мы с вами будем говорить. И все, разговор заканчивается вот таким образом. Вопрос непростой, вопрос сложный. Давайте из моего разговора не делайте вывода, что это неразрешимая проблема. Алгоритм прост. Вы начинаете, сельчане, совместно с руководством района, участвовать во всех программах. В областном бюджете предусмотрены разные программы. Начинающим фермеру выделяют финансовые ресурсы
Сегодня есть программа личное подсобное хозяйство, если кто-то хочет завести, если хочет развивать, можно получить до 300 тысяч рублей из областного бюджета финансовой ресурсов. Если кто-то из вас хочет сегодня заниматься вопросами молочного животноводства, кто-то хочет заниматься мясного животноводства, давайте, пожалуйста, с поддержкой начальника управления сельского хозяйства, с моей поддержкой, давайте включимся в вот эти программы. Будем развивать животноводство. Вот тогда и возникает объективная реальность, как вы говорите, противопожарное мероприятие. Вода для того, чтобы решить проблемы обеспечения питьевой водой животноводства, обеспечения питьевой водой трудящихся и жителей села. И здесь еще выступает еще одна хорошая программа благоустройства сельских территорий. Это федеральная программа. Вот потом можно участвовать и в этой программе. Тут и возникает ваша возможность включить ваш населенный пункт в эту программу, уже благоустройство улиц, освещение улиц. Вот как раз можно через эту программу получить финансовый ресурс. Сегодня в этой программе включены у нас 3 муниципальных района. Это Хворостянский район сегодня занимается. В прошлом году в Хворостянском районе было вложено 268 миллионов рублей бюджетных денег, это федеральных и областных денег. Также в Сергиевском районе 80 с лишним миллионов рублей реализована программа. Ставропольский район занимается и реализует эту программу. Пожалуйста, вот я беседовал с вашим начальником управления сельского хозяйства, можно включиться в вот эту программу и Черновершинский район, и, пожалуйста, можно получить определенную финансовую поддержку и для решения этой проблемы. Пожалуйста, это сегодня вполне возможно. Вполне возможно. Кроме того, давайте мы скажем еще одну программу. Есть еще одна программа у нас в Самарской области «Социальное развитие села». Что это такое социальное развитие села? В этой программе есть подпрограмма. Это строительство жилья для молодых, проживающих на селе граждан. Вот, допустим, когда меня пригласили они говорят, люди хотели бы вернуться в село. Пожалуйста, есть программа, пожалуйста, можно участвовать в этой программе, получить определенную поддержку из бюджета, строить дом и продолжать здесь жить. Вот это совокупно, вот эти программы, федеральные областные программы в совокупности создают определенные предпосылки для того, чтобы действительно возродить ваше село и дать импульс его развитию дальнейшему и решить те проблемы, которые вы сегодня хотите. Спасибо. Какие вопросы? Пожалуйста. Приехали, видали наше село. Я вот по этому вопросу вы говорите, что фермерство там, что животноводство развести, да, можно такой помощи там подать. Я позапрошлом году на защиту гранта ездила, я защитила, все у меня нормально было. Но мне в этом отказали, на 300 тысяч я ездила. Так что это не по нашим зубам, я думаю. Это столько вложенных сил было у меня, столько трудов. Я ездила в Самару 4 раза, по-моему, или 3 раза, не помню. И мне в этом отказали. Все равно, что я вот из-за этого начала строительство сарая. У меня вот Маратовы, у меня в соседей. Сарай достроили, все. Я думаю, грант дадут. И тут и не с грантом, и ничего. Я еще плюс пенсионная, в налоговом, там я столько должна была. Я вот в этом году только от этого всего уже долги свои выплатила в пенсионную, в налоговую. Но это же для нас, это все трудно. Это нам никто не подсказывает, какие документы надо, когда вложить в налоговую, когда вступить в пенсионную, когда вступить. А самое главное, нас в налоговую суют, в пенсионную суют, и у нас вот эти деньги идут, копятся годами вот это, а потом идешь в налоговую, уже все, выписку делать, тебе там такие счета предсказывают, что это уже все. Я вот без работы сидела и хотела животноводством заняться молочной продукцией, а у меня это все пропало. И я в долгу осталась перед государством. А не выплатишь, потом уже штрафы пойдут. Правильно? Можно вопрос? Да. Вы
с вашим начальником управления или с кем-то советовались тогда, прежде чем поехать Ну, туда? да, взять вот задание? Арату захотел, они же Они одноклассники даже. Они помогли, да? Ну, они говорят, иди пенсионный там оформляй, сиди в налоговой. Вот я и оформилась, а потом поехала на защиту. Я поехала, первый раз не провалилась, второй раз не провалилась, третий раз защитилась, вроде бы. Все, домой приехала, мне пишут по смс-ке, вам отказано. Вот это тоже бывает. Да, я на этот вопрос вам отвечу. Давайте так, только без обид. Без обид. Да, в прошлом году, в 2014 году на грант претендовали 200 с лишним человек, а гранты получили 48 всего. Конечно, бюджет Самарской области не так уж велик, чтобы помогать всем грантам. Ну, давайте и эту сторону возьмем. Да, в областном бюджете в этом году на развитие сельского хозяйства и рыболовства выделено 2,7 миллиарда рублей. Это составляет 1,9% расходной части областного бюджета. Это очень мало. В Татарстане выделяется 7,6 миллиарда рублей. Это 4,6% от расходной части бюджета. А вот Николай Иванович Меркушкин, которого, между прочим, вы очень любите, потому что более 90%, если голосовали, значит любите, у себя в Мордовии в бюджете предусматривается 1,8 миллиарда. Из расходной части это составляет 5,7% для поддержки села. У нас 1,9. Я представляю фракцию Коммунистической партии Российской Федерации Самарской губернской думы. Это я ни от кого не скрываю. Ради Бога, не смотрите меня как на врага. Я никакой не враг. Я такой же крестьянин, единственный депутат-крестьянин из 50 депутатов, 49 горожане и 1 сельчанин. И, между прочим, не только сельчанин, да еще татарин. Это вообще страх для Самарской губернской думы. Это ко мне отношение такое, что говорят не только еще, говорят не только еще колхозник, да еще татарин. Это вообще, говорит, враг. От него как, не знает, как от меня избавиться. Это истина. Да мы сами по себе знаем, мы здесь тоже татарь, как второсортные, если так Есть. Давайте вот о чем скажем. Алексей Николаевич, статистика так подтверждает. Получается, Я что бы так. хотел вообще здесь не чесать там, где не чешется. Почему? И не спекулировать вот этим. Давайте так. вопросом. И я это рассказываю. Давайте так. Я это рассказал не для того, чтобы вы здесь сейчас начали межнациональные такие-то конфликты устраивать. Получается, вот человек Просто возбудился. это связано с чем? Это связано с тем, что да, сегодня вы четко ясно должны знать, что Самарская область последние 20 с лишним лет действительно сельскому хозяйству не обращала внимания. Помните период Константина Алексеевича Титова? Село это черная дыра, помогать мы не будем, продам одну ракету, всех накормлю. Это же истина. Самолет. Или самолет. Нет, и ракета говорил, и самолет говорил. Он по-разному говорил. Ни самолетов нет, и сельского хозяйства нет. Не зря сегодня мы оказались в очень сложной ситуации. Самарская область сегодня обеспечивает своим продовольствием, которое вырабатывается на территории Самарской области, на 30%. Да, на 30%. В среднем. И вот у нас огромный рынок. Пожалуйста. То, что вы сегодня говорили, что вы грант не получили и сложности, да, это есть такая проблема, потому что новому человеку, новому губернатору вот сейчас сразу оглобли повернуть и сразу изменить по отношению к сельскому хозяйству, выделять финансовые ресурсы, не так-то просто. Потому что, вот, вы же прекрасно знаете, вот, ехали на машине по вашему селу, колея есть, вот, на машине едешь, никак не выкрутишь. Вот, по колее едет и все. Так же и у нас в Самарской области. Не так-то просто. Это очень сложный процесс. Да, пытается и губернатор, и мы пытаемся каким-то образом обратить внимание к селу, повернуться лицом к селу, но это очень сложный вопрос. Честно я вам говорю, я один там пытаюсь иногда говорить о селу, о проблемах села, но 49 горожан, они же проголосуют не так, как я хотел бы, или как вы хотели бы. Если вы посмотрите на 1 января 1991 года,
В Самарской области на селе проживало 960 тысяч человек. Это сельские жители. Сегодня, на 1 января 2014 года, я 2014 год только скажу, у нас зарегистрировано 613 тысяч, зарегистрировано, а реально проживает 450 тысяч. Потому что у вас, наверное, то же самое, дети зарегистрированы здесь, живут в Самаре, учатся в Самаре и так далее, и так далее. Правильно ведь? То же самое. И вот когда начинаешь вести разговор на заседании комитета по бюджету и других комитетах, речь идет о чем? Да вот сельчане, что там мизер людей, там вы составляете где-то 17%, вот и получаете финансовые ресурсы не больше этого. То есть вопрос непростой. Я это хотел вам сказать. Непростой, очень сложный. Вы здесь должны понимать, если мы хотим трудиться, мы сможем. Почему я это вам говорю? Вот на той неделе в Богатовском районе то же самое, был большой урожай, собрались более 100 человек, обсуждали вопрос, что китайцы там разводят теплицы и так далее, и так далее. Народ вроде бы недоволен. Задали вопрос, а китайцы как взяли землю? Свои люди паи продали, а теперь китайцы там работают. Они говорят, уберите китайцев. А как убрать? Они землю купили. Сосед продал, а другой сосед говорит, уберите. А как? И вот вопрос заключается в том, что вот ехал я, смотрел, есть у вас достаточно свободных земель, которые еще не обрабатываются.